Добрый вечер, дорогие друзья, телезрители и радиослушатели. Как всегда, по понедельникам, 5 часов 17:00, и вы смотрите передачу «Буква закона». Меня зовут Павел Стаценко. Тема сегодняшней программы – квалифицированное оказание квалифицированной юридической помощи. Разрешите поприветствовать моих гостей. Слободенюк Людмила Юрьевна, главный специалист адвокатской палаты Республики Саха-Якутия. Здравствуйте. Наговицын Аял Викторович, управляющий юридической конторой ЮС. Добрый вечер. Моисеева Юлия Сергеевна, адвокат ЕРК Петербург, Республика Саха. Здравствуйте. Говорим о квалифицированной юридической помощи, качество и доступность. Если мы говорим о доступности, то прежде всего мы, конечно, ставим проблему, наверное, высокой стоимости юридических услуг. И последнее время, у нас все больше набирает, обороты оказания бесплатной юридической помощи. В связи параллельно с тем, что растут цены на юридические услуги. Вот давайте поподробнее попробуем поговорить об оказании юридической помощи бесплатно. Людмила Юрьевна, вот в каких случаях адвокат обязан оказывать юридическую помощь бесплатно? Пожалуйста. Начнем с того, что доступность все-таки юридической помощи, она обеспечена за счет как раз-таки бесплатной юридической помощи. В декабре 2012 года был принят закон Республики Саха-Якутия о бесплатной юридической помощи в Республике Саха-Якутия. Там прописаны категории граждан и критерии дел, по которым оказывается юридическая помощь бесплатно. К категориям граждан относятся такие, как малоимущие, инвалиды 1, 2, 3 группы, ветераны Великой Отечественной войны, герои социалистического труда, дети-инвалиды, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, также граждане, лица, обратившиеся за помощью, которые хотят как раз-таки принять свою семью, таких детей, которые остались без попечения родителей, несовершеннолетние, содержащиеся в условиях потом, согласно закону об бесплатной юридической помощи. Вот. Потом, оказывается, это по некоторым делам, это чаще всего обращаются граждане по жилищным вопросам. Жилищные, земельные вопросы, по вопросам взыскания алиментов. Такие вот вопросы полностью с перечнем можно ознакомиться как раз-таки в законе. Также на нашем сайте адвокатской палаты он полностью есть. И в адвокатской палате разработаны брошюрки как раз по бесплатной юридической помощи, раздаются они всем желающим гражданам. Вот. На сегодняшний день, у нас находится в производстве 97 заявлений у адвокатов, работают они с гражданами. И на сегодняшний день оказано уже полностью, 26 гражданам полностью оказана работа, оказана юридическая помощь бесплатно. Понятно. Что должен сделать человек, гражданин, который хочет получить юридическую помощь бесплатно? Что ему нужно сделать? Ему необходимо обратиться в адвокатскую палату с заявлением. К заявлению обязательно должны быть приложены документы, такие как копия паспорта и копия документа, подтверждающего отнесение как раз-таки к той или иной категории граждан. Если мы говорим о категории как малоимущие, то тогда ему необходимо предоставить справочку с Министерства труда, которая называется для оказания бесплатной юридической помощи. Специальная форма есть. Если о такой категории граждан, как инвалиды 1, 2, 3 группы, то необходимо предоставить копию справочки об инвалидности. И так по всем категориям граждан, подтверждающих какой-то документ. Кроме того, нужно сказать, что каждый четверг адвокаты оказывают... У нас пожалуйста. На базе управления Министерства юстиции открыт Центр оказания бесплатной юридической помощи, где и адвокаты принимают участие. Каждый четверг они консультируют всех граждан, вне зависимости от категории, по всем вопросам с 2 до 6 каждый четверг. То есть, в принципе, оказание бесплатной юридической помощи каким-то образом гарантируется законом. Все же и не только адвокаты, насколько я понимаю, оказывают юридическую помощь бесплатно. У нас есть представитель юридической конторы ЮС. Это юридическая фирма, которая не является адвокатской, но, тем не менее, занимается сопровождением граждан, оказанием юридических услуг. Аял Викторович, вообще рынок каким-то образом реагирует юридически на такое, скажем так, повышение таких малоимущих граждан, нуждающих граждан? Оказывает он юридическую помощь бесплатно? И вообще это хорошо или это негативно влияет на рынок? Очень хорошо. Это у нас на самом деле
не только нацелена на получение какой-либо прибыли вообще. Мы созданы как некоммерческое партнерство. На сегодняшний день в России очень сильно начинает развиваться и уже встал на ноги такие, как выдача грантов для тех некоммерческих предприятий, которые оказывают юридическую помощь именно на бесплатном уровне. Поддержка таких предприятий, и как раз на них мы были нацелены. Изначально мы создавались как юридическая фирма, которая будет оказывать юридические услуги в области медиаправа. И поэтому у нас в качестве основного клиента средства массовой информации у нас выступают, и к ним очень много обращаются как раз людей, которые имеют социально значимые такие истории, и свои правовые проблемы, так или иначе они все сводятся к юридическим вопросам, да. Редакции берут, иногда таких публикуют и такие истории, да, но чаще всего это все сводится к тому, что здесь необходима как раз юридическая помощь таким людям, консультация, и у нас по большей части вот проходит поток людей, которые к нам обращаются, да, они как раз и направлены с редакцией. Мы их консультируем, подсказываем. Если где-то надо, конечно же, даже оказываем юридическую помощь уже в практическом плане, вплоть до ведения дел в суде. Ну и вообще, как бы мы, как я уже сказал, нацелены на эти гранты в том числе, да. Понятно. А вот, в принципе, да, мы говорим о том, что, да, развивается бесплатная юридическая помощь, развиваются юридические фирмы, которые получают гранты. Но, тем не менее, когда у человека либо он обращается на форумах, либо просто, значит, говорит о какой-то беде, он говорит, вот, знаете, у меня что-то случилось, мне нужен юрист, но юрист дорого стоит или адвокат дорого стоит. Ну, действительно, стоимость адвокатских услуг растет. Почему так происходит? Как вы думаете? Вот ваше просто персональное мнение, если можно коротко, пожалуйста. И что сделать? Чтобы, как бы, вот, что сделать этому человеку? Ну, не знаю. У нас как таковых прямо жестких прескурантов стоимости услуг нет. Их нигде нет, да. Да, их нигде как бы, ну, я не буду о других конторах, да, судить, но у нас как бы таких жестких нет. То есть здесь речь просто идет о том, насколько вообще человек может, как сказать, получить квалифицированную помощь, да, и в то же время, насколько мы в этом сами заинтересованы. А в части бесплатности, конечно же, мы даем бесплатные консультации для привлечения клиентов, да. В то же время мы, если речь идет о помощи малоимущим гражданам, да, и речь не идет, например, о земельном споре по земельному праву в районе Сергеляха, или это, например, коммерческие какие-то предприятия по своим экономическим спорам, да, конечно же, мы идем навстречу и подсказываем, консультируем, это все бесплатно. Иногда у нас идут такие скидки, ну, что они практически получается, да, бесплатно. В то же время, если спор идет по каким-то коммерческим спорам и в части, например, по недвижимости, конечно же, там идут уже свои расценки. Ну, все идет тоже также от того, к чему человек стремится и что он хочет получить в конечном итоге. Это понятно. У нас больше открытый такой рынок услуг. Понятно. То есть, если, допустим, мы речь идем о адвокатах, существует закон, есть определенные категории, пожалуйста, вы имеете право обращаться, а государство вам должно, в общем-то, это дело обеспечить. Юридические фирмы сейчас пока, ну, как сказал Аял Викторович, оказывают такие юридические тоже услуги, частично даже бесплатно, частично с большими скидками. Хорошо. Если мы говорим о другой категории немножко граждан, другой категории юридической помощи, это по назначению. Ну, это, как правило, мы говорим об оказании юридической помощи в рамках уголовных дел. К адвокатам часто заказываются претензии. Ну, это высказывается не только клиентами или там, Минюстом, но и даже сами адвокаты часто говорят о том, что, к сожалению, помощь неудовлетворительная. Юлия Сергеевна, у меня в этой части вопрос к вам. Когда человеку необходима квалифицированная юридическая помощь в рамках уголовного дела, вот ему дают адвоката по назначению. Значит, адвокат к услугам относится формально, как-то, ну, не особо реагирует. Что нужно делать такому человеку? Ну, прежде всего, я хочу сказать, что среди каждой категории, значит, каких-то людей, либо, значит, какой-то работы, да, среди каждых людей есть, скажем так, ну, та категория людей, которая не очень, скажем так, квалифицированно относится к своей работе, не со всем трудом и, ну, не совсем понимая, какие последствия.
То есть это здесь не надо говорить, что то есть только среди адвокатов есть какие-то плохие адвокаты. Да, к сожалению, есть адвокаты, которые у нас пользуются вот такой славой, да. Однако для всего прочего, чтобы устранить такие последствия, у нас есть надзорный орган, который за нашей деятельностью наблюдает. Это Адвокатская палата Республики Саха-Якутия. Значит, имеется в данном органе квалификационный совет, который решает вопросы о том, каким образом привлечь данное лицо к дисциплинарной ответственности или нет. Ну, в дальнейшем я процедуру не буду рассказывать, какая, но у нас, я думаю, что Людмила Юрьевна в данном случае, она больше бы пояснила по поводу того, как у нас дисциплинарная практика проходит. Поэтому, если доверитель недоволен услугами своего адвоката, это не обязательно работа по соглашению или по назначению, неважно хоть какого адвоката, то он может обратиться в адвокатскую палату, если его доводы будут мотивированы, они подтвердятся, и в его действиях будет обнаружен состав дисциплинарного правонарушения, то, естественно, адвоката привлекут к дисциплинарной ответственности. Хорошо, я понял. Вот вопрос такой, скажем так, немножко обобщим. И в рамках работы адвоката по назначению, и в рамках его работы в рамках оказания бесплатной юридической помощи, гарантированной законом, его объем и квалификация работы, она должна соответствовать работе по соглашению или нет? Значит, его знания в любом случае должны быть применены к в обоих случаях. Неважно, по соглашению или по назначению. Работа всегда одинаковая практически, но есть исключительные случаи, когда в соглашении, допустим, прописываются условия обговорить какие-то определенные дополнительные действия, которые выходят за рамки непосредственно оказания помощи там, в уголовном процессе, либо еще каким-то образом. А работа по назначению, она предполагает участие адвоката в следственных действиях, ознакомление его с материалами дела и консультирование своего подзащитного. Вот в этом заключается его работа. То есть в дальнейшем это не так, что у нас бывают, к сожалению, некоторые лица, которые считают, что по каждому их требованию адвокат должен приехать к нему в СИЗО, просидеть там полдня с ним, его консультировать, разговаривать, развлекать даже в том случае. То есть, ну, немножечко переходят вот эти вот нормальные, адекватные рамки, которые адвокат в ту работу, которую он должен выполнить. Понятно. Айял Игоревич, а вот в рамках, вот, скажем, ну, да, допустим, даже если вы говорите о своей фирме, показываете услуги бесплатно, например, объем услуг, он одинаков, что за деньги, что бесплатно? Или все равно разный должен быть? Ну, конечно же, это на усмотрение обеих сторон, и заказчика, и клиента, да. Здесь, конечно же, не буду лукавить, имеет место быть, да, сколько клиент платит или платит ли он вообще, да. Но я думаю, и со мной коллеги согласятся, юридическая профессия, она такая немножко творческая, и в каждом деле, да, будь то это, я не знаю, кража чайника, да, или в то же время отбивание в арбитраже многомиллионного контракта, да, работу, которую должен проявить юрист, да, она, ну, все равно сводится к чему-то, как сказать-то, то, что можно увидеть, и который результат, который будет в конечном итоге в судебном акте, да, и поэтому, если человек плохо относится к своей работе и по каким-то там причинам бесплатности, платности, да, она это, ну, как сказать-то, клиент это увидит, он все равно это все поймет, это будет видно, и на самом деле это все работает на будущее. Как у студента зачетка, так же и вот эта вот репутация у юриста, она имеет место быть. То, что мы оказываем услуги бесплатно, да, это бесплатно сейчас, но в последующем нас этот клиент кому-то порекомендует, да, или в следующий раз придется своим бизнесом. Да, поэтому у нас все равно мы в плюсе получается. Понятно. Коллеги, буквально кратко. Как вы думаете, сейчас в республике доступна юридическая помощь или нет? Доступно? Доступно, конечно. Ну, за исключением, наверное, районов республики, да? Тут немножко проблема. Людмила Юрьевна, может, хотелось пожалуйста. отметить эту проблему по поводу доступности, да, юридической помощи по назначению именно в северных улусах, так как мы знаем, согласно статье 131 ПК, адвокатам, участвующим в уголовном деле по назначению, по требованию, да, дознавателя, следователя либо суда, компенсируются расходы за счет федерального бюджета. То есть такие расходы, как найм жилого помещения, да, проезд и все остальное. Значит, то
То есть адвокат, да, вынужден добираться за свой счет до места совершения, да, каких-либо следственных там мероприятий, да, и получать компенсацию уже по фактическому оказанию своей помощи. Вот. Ну, адвокаты, как правило, за свой счет выезжать, да, в районы не хотят, да, в связи с чем там, ну, вот это данное обстоятельство, да. Да и возмещают не сразу далеко. Да. Конечно. Есть такое, есть, да. Ну, и вот данное обстоятельство создает неудобства в плане, как несвоевременный выезд, да, осуществляется на место производства следственных действий, и сроки нарушают судебного действительно. процесса. Тут, собственно говоря, и был и президент адвокатской палаты в свое время говорил об этом. Действительно, труднодоступность нашей республики, она, в общем-то, влияет на это. Но на сегодняшний день в городе Якутске, в крупных центрах, в принципе, юридическая помощь оказывается в достаточно большом объеме. Надо сказать, что квалифицированная юридическая помощь гарантирована Конституцией, и в связи с этим вообще очень часто начали говорить, и приняты госпрограмма юстиция, о реформе рынка юридических услуг. Все-таки федеральный законодатель и Минюст недоволен, наверное, сложившейся ситуацией по каким-то причинам. И мы говорим об адвокатской монополии. Переходе постепенно на адвокатскую монополию, по крайней мере, высказывается такая идея. Коллеги, как вы к ней относитесь? Поможет ли это повысить качество услуг? Не поможет? Нужно ли это? Не нужно? Пожалуйста. Юлия Сергеевна, давайте с вас. Пожалуйста. Я, конечно же, как действующий адвокат, я могу сказать, что я, естественно, выступаю за адвокатскую монополию. И это связано не просто с тем, что вот мы адвокаты, мы там считаем себя как-то лучше. Нет, дело совершенно не в этом. Для того, чтобы стать адвокатом, мы уже знаем, уже были передачи, это сдать экзамен, значит, нужно квалифицированный на получение статуса адвоката. Это очень непросто. Это более 400 вопросов для экзамена. Это большая подготовка. И если лицо, пожелавшее стать адвокатом, не соответствует тем требованиям, не может ответить на те 4 вопроса, которые ему попадаются в билете, он, естественно, не проходит этот экзамен, не получает статус и еще целый год не может после этого попробовать сдать этот экзамен. То есть здесь действительно проверяется уровень его квалификации, уровень его знаний, способен он или не способен оказывать квалифицированную юридическую помощь. Как мы знаем, в нашей стране квалифицированная юридическая помощь оказывается только адвокатами, исключительно адвокатами. И да, можно назвать что-то другое юридическими услугами, юридической помощью, но о квалификации можно говорить только исходя из статуса адвоката. Я ни в коем случае не хочу обидеть коллег, которые юридическим представительством занимаются без образования, да, точнее без статуса адвоката, но мы очень часто встречаемся с такой ситуацией, когда к нам в коллегию обращаются. Или, допустим, когда я работаю на днях бесплатной помощи, подходят такие граждане и спрашивают. И вот есть такой-то человек, говорят его фамилию, вот он адвокат, он денежные средства у меня взял и пропал. Да, на самом деле он не адвокат. Бывает такое. К сожалению, у нас, или к счастью, у нас не очень большое количество адвокатов, и практически всех адвокатов, либо таких вот представителей, мы знаем по фамилиям. Естественно, что мы сразу сообщаем телефон адвокатской палаты, чтобы узнать, является ли данное лицо адвокатом или нет, сообщаем адреса, по которым можно найти этого человека. Они показывают договор какой-то о юридических услугах и говорят, что я денежные средства оплатил, пришел, а человека там нет. Хорошо, понятно. Высокая квалификация, проверка знаний и так далее. Да, и, естественно, дисциплинарная ответственность, которая адвокатская палата, она действительно этим занимается. Аел Викторович, пожалуйста, вы как считаете, вообще нужна адвокатская монополия или не особо? В самом термине уже практически речь идет о монополии. Это уже нарушение конкуренции как таковой. Да? Я, не будучи адвокатом, конечно же, против. С другой стороны, я все понимаю. Речь идет о благих намерениях. Для того, чтобы человек получил квалифицированную помощь, недостаточно получить высшего образования. Но тогда нужно поднимать вопрос вообще как таковом образовании. Что это у нас за вузы такие, которые выпускают недоюристов. Второй момент. Если бы все так было чисто и прозрачно в сдаче этих экзаменов, в уплате этих взносов, где везде все по-разному, да, тоже возникает вопрос. Я считаю, что если человек без конторы, без помещения ходит по улице, находит клиентов, потом исчезает с этими деньгами, это, извините, вина практически самого заказчика, который пошел на рынок, просто на рынок и нашел какие-то услуги.
те юристы, те частно практикующие юристы, да, вот именно в условиях рыночных отношений, да, те, которые правильно все делают и, соответственно, выигрывают дела своих клиентов, они останутся на плаву. И это будет видно уже по самой конторе, будет видно по тому, насколько он на этом рынке и, соответственно, кто его рекомендует. Это обычные услуги вот эти юридические, да. Неважно, это какие юридические, адвокатские, не адвокатские. Я как бы только за то, чтобы адвокатура оставалась в уголовном судопроизводстве. Там очень много специфики, именно касающейся в том числе системы исполнения наказаний, да, поэтому, да, это пускай специфика останется, но все остальное, оно должно остаться на выбор, и нельзя ни в коем случае ограничивать простых людей, которые должны сами выбирать, кто у них должен быть и представлять их интересы в суде или вообще просто договор составляет. Это только их право. Понятно. Людмила Юрьевна, ваше мнение какое? Мое мнение, конечно, тоже за адвокатскую монополию, так как я считаю, только таким путем возможно ввести единые какие-то стандарты, да, оказания правовой помощи и тем самым обеспечить именно всем равный доступ к квалифицированной юридической помощи, да. Установление единых стандартов, также, как сказала Юлия Сергеевна по поводу дисциплинарной ответственности, все-таки юристы, да, они не подпадают под ответственность какую-либо, и поэтому страдают больше всего от такой помощи граждане, да. Действительно, вот Аелла Викторович, да, пожалуйста. Я вот тоже кое-что хотела добавить, да. можно? У нас времени очень мало остается, пожалуйста. Последнее слово оставлю. Можно я сначала? Да. Дело в том, что у нас есть четкая система. Есть представители судебной системы, судебной власти, это судьи, которые также подтверждают свою квалификацию путем сдачи экзамена квалифицированного на статус судьи. И в процессе участвуют в уголовном, конкретно работают гособвинители, это представители прокуратуры и следствия. Здесь нет никакого выбора. То есть кто у нас будет заниматься следствием? Следователь или какой-нибудь человек с улицы? Нет. И здесь я тоже не согласна в этом плане. Я считаю, что тот юрист, который квалифицирован, ему нечего скрывать. Если он хочет помогать людям, пусть он придет и сдаст экзамен на адвоката, и тогда он сможет квалифицированно осуществлять свою деятельность и помогать гражданам. Наша работа заключается... Это не является коммерческой деятельностью, деятельность адвокатов. Прежде всего, это оказание правовой помощи гражданам, квалифицированной помощи. И таким правом обладают исключительно адвокаты в нашей стране. Кроме всего, мне бы хотелось поднять какой вопрос. Изучая внимательно АКВЭДы, по которым выдается разрешение на деятельность организации, статус, который может получить организация, именно правовая помощь, имеют только коллегии адвокатов, адвокатские образования и по некоторым видам деятельности нотариусы. Мне до сих пор непонятно, каким образом организации занимаются оказанием правовой помощи, не имея АКВЭДа. То есть в данном случае у нас налоговая не следит за тем, кому присваивается АКВЭД на ведение такой деятельности. Понятно. Аелла Викторович, пожалуйста, буквально АКВЭД это не императивная норма, я так считаю, да. Заказчику, конкретному гражданину, дисциплинарная ответственность конкретного адвоката, она в конечном итоге не так важна. Если заключен правильный договор, то, соответственно, любое лицо, которое оказывает юридические услуги, оно и понесет ответственность, вплоть до того, что возместит все убытки этого заказчика. Да? И говорить о том, что только адвокаты должны оказывать такие услуги. В 2004 году Конституционный суд уже принял решение по этому вопросу, когда в арбитражном процессуальном кодексе были такие ограничения только для адвокатов и штатных юристов. Да? Там это все было разложено и определено, что человек сам имеет право определять, кто ему оказывает помощь, и, соответственно, нельзя ни в коем случае ущемлять и частно практикующих юристов. Хорошо. Вам не кажется, что очень коротко, частно практикующих юристов тоже надо объединять для того, чтобы контролировать сферу? Это все в законодательстве прописано. Если они хотят объединиться, есть ассоциации, союзы, пожалуйста. Ясно. В общем-то, я хочу сказать, во-первых, поблагодарить моих гостей за участие в передаче. Тема адвокатской монополии, я думаю, станет еще предметом дискутов еще не раз, и мы к ней обязательно вернемся. Но пока проблема остается такой, какой есть. Есть разработки, есть два разных и противоборствующих мнения. Спасибо большое, уважаемые гости, за участие. Надеюсь, еще раз увидеть вас в этой студии. Дорогие друзья, на этом наша передача подошла к концу. Хочу сказать, что вы всегда можете посмотреть нашу программу на сайте nvkonline.ru. Желаю вам удачи, следовать букве закона. Всего вам доброго, до свидания.